Ни один человек не должен остаться без помощи. В каждую ситуацию нужно вникать и максимально стараться помогать людям, пострадавшим от весеннего паводка. Именно такую задачу поставил руководитель региона во время встречи в Колымской группе районов. В Среднеколымске важно укрепить защитную дамбу, а в перспективе решить вопросы переселения людей из постоянно подтопляемой зоны. В эти дни максимально быстро должны дать оценку ущерба, люди должны получить реальную помощь. В частности, в Среднеколымском районе поручено взять на контроль правительства вопросы реконструкции котельной номер 4, которая оказалась под водой. Айсан Николаев дал поручение в кратчайшие сроки запустить котельную, но между тем рассмотреть вопрос ее переноса на возвышенный участок. Сейчас наша главная задача в скорейшие сроки восстановить уже инфраструктуру и оказать помощь жителям, людям, которые пострадали от наводнений. Здесь у нас не должно быть деления на частный сектор, на муниципальный сектор. Все люди должны соответствующую помощь получить. При этом, конечно же, по частному сектору, Алексей Владимирович об этом сказал, мы отдельное решение примем. Сюда будут направлены дополнительные силы студенческих стройотрядов, которые будут в первую очередь задействованы. Евгений Михайлович, я прошу, чтобы они были именно задействованы на оказании помощи частному сектору. Потому что частный сектор вот таких прямых, крупных каких-то средств от федерального, республиканского бюджета пока не может получить. Далее прошу Алексей Владимирович вот совместно с районом четко определить потребности в стройматериалах для того, чтобы они, опять же, с учетом потребностей частного сектора здесь у нас были завезены. Очень серьезная задача, Евгений Михайлович, так и это полностью ваша зона ответственности вместе с главой поселка, так, Владимир Николаевич, это оценка ущерба. Специалисты сейчас вот сюда прибыли, так, специально обученные. Совместно с вашими специалистами в кратчайшие сроки прошу произвести оценку. У нас всего лишь осталось 9 дней до предоставления всех документов от моего имени в правительство Российской Федерации. У нас ЧС федерального масштаба объявлен решением МЧС 14 мая, 14 июня у нас срок предоставления всех документов.